Женевские дискуссии – это единственная официальная международная площадка для Абхазии, которая дает возможность напрямую общаться с такими странами, как США, Россия, Евросоюз, ООН и ОБСЕ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Кан Танья, подводя итоги очередного раунда переговоров. По его словам, 38-й раунд прошел весьма позитивно, несмотря на неконструктивную позицию Грузии. Почему говорю весьма позитивно? Потому что это впервые с 2008 года, с момента, как начались дискуссии, мы впервые были близки к принятию совместного заявления о приверженности к неприменению силы. Как вы знаете, главной целью участия абхазской делегации в женевских дискуссиях является подписание юридически обязывающего соглашения о неприменении силы. И наше участие в них как раз-таки должно обуславливаться тем, что рано или поздно, учитывая то, что дипломатическая работа все-таки подразумевает длительный процесс, рано или поздно дискуссии должны приносить результаты. Кан Танья выразил надежду, что совместное заявление получится принять на следующем раунде. Участники женевских дискуссий обсудили проблему непризнания жизненно важных документов, выданных в Абхазии: паспорт, свидетельство о рождении, аттестат о среднем образовании, диплом о высшем образовании и другие. Обсуждался и ряд других вопросов, в том числе активизация военного партнерства Грузии с НАТО. На это особенное внимание обращают наши российские коллеги. И эта тема, правда, для нас очень актуальна. Это не является, в общем-то, такой банальностью, да? То есть уже за этот год прошло более 3 военных учений. И, разумеется, мы понимаем, что это не просто так, что это дает определенную угрозу для нас. А наша реакция – это укрепление военного партнерства с Россией. То есть вполне такие адекватные действия с нашей стороны. Одним словом, несмотря на очередную попытку Грузии воспрепятствовать подписанию основного договора, работу на площадке можно назвать плодотворной, отметили члены абхазской делегации. Очередной раунд женевских дискуссий пройдет в марте 2017 года. Сария Смыр, Саида Гухава, Абхазское телевидение.